Давайте начнем, наверное, с питания, да, с меня. Да. Хорошо. Не возражаю. Много кушаем, нервничаем и мало двигаемся. Все равно, когда мы занимаемся телом, мы это делаем для себя. Вот, ребят, надо из этого состояния выходить, потому что гиподинамия – это очень плохо. Конечно, там можно верить в сказки, но В чем отличие зумбы от бачаты? то есть вы не занимаетесь чем-то нудным, а вы весело проводите время about having fun. Здравствуйте, меня зовут Юлия Избекова, я нутрициолог. Сегодня мы в этой студии находимся вместе с Вероникой Старостиной, она у нас фитнес-тренер. И мы сегодня хотим с вами поговорить, как проще выйти из последствий коронавируса или какого-либо стресса, который мог случиться в вашей жизни. Вот, давайте начнем, наверное, с питания, да, с меня. Да. Хорошо. Не возражаю. Ребята, когда мы долго-долго сидели с вами в изоляции, мы привыкли к тому, что мы много кушаем, нервничаем и мало двигаемся. И многие из нас стали набирать из-за этого лишний вес. Лишний вес, на самом деле, это очень-очень большая проблема для организма, потому что она приводит рано или поздно к метаболическому синдрому. Все, наверное, слышали про такое заболевание, как, например, диабет. Это вот один из видов метаболического синдрома. Как из этого состояния выходить с помощью еды? Проще всего сначала провести анализ той еды, которую вы едите. Это можно сделать с помощью любого бесплатного приложения. Существует куча пищевых дневников, можно скачать себе на телефон с Google Play, например, такое приложение, как Fat Secret, да, и оценить просто хотя бы по калорийности и по составу свой обычный типовой рацион, то есть сколько калорий в день вы съедаете. Потом, исходя, допустим, из бесплатной информации, которая в принципе есть в интернете, да, либо придя на беседу к нутрициологу, попытаться уже его пересмотреть и сделать его лучше, то есть его соптимизировать, убрать лишнее, добавить нужное, и, собственно говоря, с едой очень многие проблемы у человека в принципе решаются. Про вторую вещь, которая связана вот с последствиями коронавируса, сейчас подробнее расскажет Вероника, это, конечно, наша с вами гиподинамия. Мы все, безусловно, стали намного меньше двигаться в этой жизни. Многие люди как засели, так, я знаю, до сих пор и сидят. Вот, ребят, надо из этого состояния выходить, потому что гиподинамия – это очень плохо. Это возможные заболевания, такие как хондроз, лордоз, там, ревматоидные какие-то проявления. В 40 лет таким страдать очень нехорошо. Да, поэтому продолжит дальше Вероника. Но вообще самое главное, я так думаю, это решиться что-то делать вообще для себя, потому что все равно, когда мы занимаемся телом, мы это делаем для себя. Не для меня, не для кого-то там, кто сказал, что вам нужно худеть, не для врача. Абсолютно. Это то, что вы делаете в заботе о себе. И желательно, конечно, на это выделить время на ежедневной основе, потому что самые эффективные занятия – это регулярные занятия. Это, во-первых, да, то есть это та правда, которую я должна была сказать. За 8 занятий в тренажерном зале, какие бы интенсивные они ни были, вы не сделаете то, чего вы пытаетесь добиться за 8 занятий, потому что это невозможно. Конечно, там можно верить в сказки, но самые эффективные – это регулярные занятия. И не обязательно высокоинтенсивные. Я всегда говорю, что низкоинтенсивные тренировки, они такие же эффективные, как и… Прости, можно я тебя перебью? Давай сейчас поясним, что такое низкоинтенсивные и высокоинтенсивные тренировки на простых примерах. Например, низкоинтенсивная тренировка – это ходьба, скандинавская ходьба. Легкий бег. Да, легкий бег. Еще что сюда входит? Сюда входят все тренировки, кроме интенсивных. Пилатес, йога, фитнес даже бывает достаточно легким. Стретчинг, он может быть достаточно легким. А высокоинтенсивные тренировки – это типа сайкл, это типа кроссфит, это типа, что еще бывает такое? Бег на высокой скорости. Занятия со штангами. Занятия со штангами, да, это высокоинтенсивные тренировки. Бокс. И бывает такое, что люди с нуля начинают заниматься высокоинтенсивными тренировками и потом перестают заниматься. Поэтому делайте для себя что-то, что вам в кайф, что вам нравится. Не останавливайтесь в этом процессе, просто выходите, просто начинайте что-то делать. От 1 минуты, от 2 минут, от 3 минут. Делайте это для себя. Допустим, в нашем клубе я могу предложить, допустим, чаще всего задают вопросы мне,
Ну вот я, допустим, долго сидела, ну после коронавируса или после травмы, или после родов, например. И что-то я совсем перестала заниматься, немножко потеряла форму. Чем мне заниматься? Чаще всего я рекомендую идти на пилатес, потому что это очень хорошая, оздоровительная, даже терапирующая дисциплина, которая доступна вообще с нулевого уровня физподготовки. Вообще по поводу своего уровня физподготовки не стоит переживать, нужно просто что-то делать сегодня, просто выйти из дома и дойти до куда-нибудь. Хотя бы даже, я не знаю, дойти до палок, до парка, до куда угодно. Также у нас в клубе есть, ну, те, кто хотят похудеть, я веду, допустим, зумбу. Это очень хороший вид фитнеса, очень интересный, танцевальный. И он эмоционально очень заряженный. То есть вы не занимаетесь чем-то нудным, а вы весело проводите время и тратите от 300 до 400 калорий за одно занятие. Вот тут вопрос. Вот смотри, в городе, например, у нас очень популярная бачата была, да? Ну и сейчас она тоже популярная. В чем отличие зумбы от бачаты? Бачата – это больше постановка, то есть когда вы ходите на танцы, вам ставят танец, который вы можете танцевать потом на сцене, вы заучиваете все движения. В зумбе вы проводите время, неважно, правильно вы делаете, неправильно вы делаете, есть у вас слух, нет у вас слуха, вы просто повторяете те движения, которые повторяю я. Повторяете как за аниматором, весело проводите время, и никто с вас не требует дальнейшего оттачивания этих движений, точного следования, допустим, да, каким-то, ну, движением. Вот здесь просто как бы это about having fun. Больше про удовольствие. Ну, по большому счету на сегодня все. Если хотите, то мы можем продолжать дальше. И следующий сюжет посвятить какой-то определенной теме, связанной с питанием, либо дальше рассказывать про фитнесы. Можете оставить в комментариях свои пожелания. Спасибо большое. Пока!